первый раз встретились. Наверняка про дело Мадумарова знаете и, возможно, знаете некоторые вещи лучше, чем мы. Мы знаем, что периодически проводили журналистские расследования, связанные с данным земельным участком. Но все-таки надеемся, что сегодня мы вам дадим еще и дополнительную новую информацию. Как вы, наверное, знаете, уголовное дело Мадумарова сейчас состоит из двух больших блоков. Один блок – это уголовное дело, возбужденное в 2019 году Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики и переданное в августе 2023 года в ГСУ МВД группе следователей. Это уголовное дело касается всем, абсолютно всем, наверное, присутствующим в зале, известного протокола рабочей встречи за 3 марта 2009 года. Хотелось бы сразу сделать акцент на том, что мы, адвокаты, вот уже, наверное, 1,5 месяца в самом уголовном деле, и до этого общались с нашим подзащитным, и знаем прекрасно, что это за протокол, и у нас вызвало на самом деле громадное недоумение, почему по этому делу предъявили обвинение. Дело в том, что данный протокол рабочей встречи не был зарегистрирован в Министерстве юстиции, не был ратифицирован как международный документ и, соответственно, не является ни основанием для последующих документов, ни основанием для подписания каких-либо договоров аренды. Наверняка каждый из вас читал этот протокол, пытался понять, что в этом протоколе такого преступного, и, наверное, заметили, что там идет отсылка на соглашение между странами за 2008 год. Вот эта отсылка, она говорит о том, что имеется постановление соглашения за 2008 год. И реализовывать это постановление начали не данным протоколом, подписанным Мадумаровым, а протоколом, который был подписан в городе Ош в декабре 2009 года от лица Кыргызской Республики господином Сулаймановым. То есть протокол, который был подписан Мадумаровым, вообще никакого юридического значения не имел и последствий тоже не имел, потому что по нему, как я уже выше сказала, договоров аренды не заключалось. И для нас, вот, для всех удивление, как вообще спустя столько лет следствие в ГСУ смогло усмотреть, что виновен в этом деле, да еще и по статье «Государственная измена», именно господин Мадумаров. Что касается второго уголовного дела, наверняка вы в прессе тоже освещали и обсуждали данные вопросы. Мы узнали, что, оказывается, в мае месяце 2023 года в ГСУ МВД, это, наверное, самый легкий орган, куда можно прийти любому гражданину, обращается некий гражданин, который был в дальнейшем зарегистрирован в списке на выборы от партии Бетон Кыргызстан за 2015 год под номером 54. И этот господин пишет о том, что, оказывается, ему предложили в партии оплатить $50 000 за то, чтобы гарантированно получить свои 5000 голосов и получить мандат депутата Жогорку-Кенеш. Хотелось бы отметить, что этот господин является юристом. Вот насколько он юридически грамотен, у нас очень большие сомнения, потому что в 2015 году голосование шло не поименно, голосование шло за партию. И господин, который находился в списке на 54 месте, никаким образом не мог получить свое, даже при голосовании за него персонально 50 000 человек, не мог бы получить свое место в Жогорку-Кенеше. Вот. Этот господин в доказательство своей правоты приложил к материалам уголовного дела ксерокопию квитанции от другого совершенно человека, то есть другой человек оказывает оплату в партию Бетон Кыргызстан этой суммы $50 000 в августе 2015 года. К господину под номером 54 эта квитанция не имела никакого юридического отношения.
Тот господин, на чье имя выписана квитанция, к сожалению, ушел из жизни. И сведения о том, что и кто вносил, наверное, сейчас будет разбираться суд, но в любом варианте на господина Мадумарова показаний не было. На него просто вот этот господин под номером 54 говорил о том, что, вы знаете, я просто 8 лет ждал, когда у Мадумарова проснется совесть, и он все-таки, так как я не прошел в депутаты, вернет мне мои деньги. Господин Мадумаров знал о том, что вы дали такие деньги? Я не знаю, знал он или не знал, но, наверное, как лидер партии он должен был знать, и поэтому я все-таки считаю, что он должен был вернуть. И вот 30 июня 2023 года ГСУ МВД возбуждает уголовное дело, а в сентябре, 23 сентября, устраивает точную ставку между данным гражданином и Мадумаровым, где выясняется, что все-таки Мадумаров ни при передаче денег, ни при разговоре, ни при обещании голосов не присутствовал и не участвовал. И через 2 дня после этого Мадумарову предъявляется обвинение. На тот момент уголовное дело не было засекречено, но следствие отказалось выдавать любые документы из этого дела. И после того, как Мадумарова ознакомились с постановлением о предъявлении обвинения, следователь сказал, что объединяет эти дела в одно производство, присваивает им гриф секретно обоим, поэтому никаких бумаг он по этому делу не дал. Наверное, дальше блок информации предоставит моя коллега Жукова и потом коллега Туманов. А дальше уже ответами на вопросы мы постараемся прояснить ситуацию. Вот сейчас Богданова как бы рассказала, описала всю ситуацию, которая происходит в отношении Мадумарова. Мне бы хотелось рассказать, какие допускаются не то чтобы нарушения, как нас вообще не допускают к этому делу. Так как следователь засекретил полностью все это дело, при вступлении в данное производство для защиты Мадумарова мы подали ходатайство о вступлении в это дело для защиты Мадумаровой, чтобы нам выдали процессуальные документы, те, которые именно необходимы для работы адвоката. О том, чтобы говорить, чтобы нам выдали процессуальные документы, я даже не буду об этом говорить, нас даже не допустили к участию в этом деле. Просто следователь сослался на уведомление, вот у нас мы пишем ходатайство, пишем жалобы, и у нас одна единственная отписка, вот такого вот примерно плана, вот такой вот текст, что во всех ходатайствах мы вам отказываем, потому что дело засекречено, и более вы никакой информации не получите. Все, что мы от следователя могли узнать. Более того, почему он засекретил это дело, нам тоже неизвестно. Мы также подали ходатайство о снятии грифа секретности 26 сентября. Не получив ответа, мы обратились в Первомайский районный суд. Вот сегодня мы как раз из суда приехали, где судья нам также отказал в удовлетворении нашей жалобы по действию следователя в засекречивании, сославшись на то, что действительно следователь правильно все сделал и засекретил не только первый эпизод, который якобы думает, что там госсекреты какие-то находятся, но и тот эпизод, который касается мошенничества. Для нас вообще удивительно этот момент, почему следователь засекретил второй эпизод и почему целое ГСУ, целого Министерства внутренних дел занимается этим мошенничеством. Наверное, более нет таких как бы дел, которыми могли бы заниматься наши госорганы. Также хотелось бы сказать, что очень печально, что в отношении лидера парламентской фракции Джугурку Кенеша были допущены такие варварские, незаконные, практически можно даже сказать зверские методы и задержания, и ведения следствия. И все, чтобы мы не обжаловали в суде все действия, бездействия, незаконности следователя, следственные судьи, к сожалению, эти их действия поддерживают, и нам постоянно отказывают в удовлетворении жалоб. Как мы можем тогда говорить, что у нас вообще Кыргызстан это демократическое правовое государство? Кто тогда в этом государстве прав, если в отношении таких политиков допускаются такие методы? Что тогда говорить вообще о простом народе? Также мы хотели бы заметить то, что Конституция в 24 статье гласит, что государство обеспечивает всем лицам защиту прав и свобод. Никто не может подвергаться
дискриминации по признаку политических или иных убеждений. А что в данном случае мы видим? Оказывается, в нашем государстве вообще нельзя никакие свои убеждения высказывать, даже думать о них запрещено, иначе ты в конце концов попадешь в те места, где у нас большая часть политиков содержится. Мы считаем, что все следствие на протяжении всего следствия велось исключительно с обвинительной стороны, незаконно, необоснованно, никакие доводы ни обвиняемого, ни нас, адвокатов, следствия не слышит и слышать не хочет, потому что у них есть задача это дело довести до суда. Более того, сегодня мы узнали, что дело поступило в Первомайский суд, его уже распределили, но дата еще не назначена, поэтому мы будем теперь все усилия свои прилагать для защиты господина Мадумарова в суде Первомайского района. Я, наверное, 2 слова еще добавлю. Вот это дело настолько секретное, что господин Мадумаров не имеет права знать, в чем его обвинили. Потому что ему не вручили обвинительный акт. Следствие составило акт о том, что он якобы отказался от подписания расписки о получении госакта, и, соответственно, обвинительный акт ему не был вручен. То есть мы, защита, к сегодняшнему моменту не знаем, какие доказательства виновности следствия привело в этом обвинительном акте и какие доказательства его невиновности также привело в этом акте. Они по закону обязаны были это сделать. Все вы, наверное, знаете, что при передаче дела в суд передача обвинительного акта происходит в обязательном порядке. В данном случае его просто устранили от получения данного документа. Да, и вот сюда я тоже добавлю, как раз к твоим словам, что устранили Мадумарова от получения обвинительного акта. Более того, следователь даже нас, адвокатов, не пригласил для того, чтобы вручить обвинительный акт. И теперь нам приходится только верить опять голословным заявлениям следствия, что якобы Мадумаров сам отказался от подписания. А вообще, была ли вообще эта ситуация, чтобы ему вообще хотели вручить обвинительный акт? Никаких свидетелей, нас, адвокатов, там не было. Сейчас следствие может вообще все что угодно говорить. Но как результат, дело находится в суде. В ближайшее время мы подадим заявление на ознакомление с материалами уголовного дела. Надеюсь, суд больше пойдет нам навстречу и все-таки выдаст или хотя бы составит нам досье, как того требует нормы Уголовно-процессуального кодекса, когда дело расследуется в засекреченном виде. Для адвокатов формируется отдельное досье, оно отдельно направляется в суд, и адвокаты спокойно, без ограничения времени, могут сидеть и ознакомливаться с этими документами. Надеюсь, что суд у нас более соблюдает нормы Уголовного процессуального кодекса. Спасибо. Хотел тоже по поводу секретности сказать, что решением Конституционного суда Кыргызской Республики от 8 июня 2022 года статья 167 Уголовного процессуального кодекса части 1 и 2 были признаны несоответствующими Конституции. То есть сама секретность, то, что сейчас на что опирался следователь и наложил гриф секретности, уже само по себе является незаконным. Помимо того, что мы, адвокаты, написали расписки о неразглашении, но а что мы можем разглашать, если следователь абсолютно ни с чем нас не ознакомил? С самого начала следствия я подал ходатайство и сказал, что любые следственные действия, любые какие-то мероприятия не проводились только лично с нашим участием адвоката. Но за все время следствия лично я, мое ходатайство, оно было просто проигнорировано. Меня ни разу не пригласили как и на ознакомление с окончанием следствия. Уже коллеги сказали про обвинительный акт, это вообще здесь отдельная тема. В целом следствие не дает нам работать. Просто представляете картину, если люди, которые играют в шахматы, мы поставили доску, сторона расставила фигуры, а у вас нету фигур, вам нечем ходить. И просто та сторона взяла все фигуры, перебрала на ваше поле, поставила, все, выиграли. Как мы можем предоставлять квалифицированную юридическую помощь? По состоянию здоровья за время посещения СИЗО ГКМБ и встречаясь с нашим подзащитным, мы
заметили, что состояние здоровья Адака Кимсанбаевича желает лучшего, да? Оставляет желать лучшего. И сам Адака Кимсанбаевич, он не жалуется никому абсолютно, не говорит, но это заметно по нему, по его внешнему виду. Значит, 6 сентября я запросил спецполиклиники, это клиническая больница управ главы президента, спецполиклиника, информацию о состоянии здоровья. И вот, согласно имеющимся медицинским документам, он наблюдается в этой клинической больнице с 1995 года. Клинический диагноз там очень большой, и два из них это сахарный диабет второго типа и гипертоническая болезнь третьей степени. Данные заболевания находятся в списке, в перечне списка заболеваний, тяжких заболеваний, при которых запрещается содержать человека под стражей. Но, несмотря на это, значит, я обратился к начальнику СИЗО о том, чтобы вывезли на медицинское освидетельствование, чтобы узнать картину, чтобы нам была ясна картина здоровья самого Адака Кимсанбаевича. Но вывезен он не был, пришел мне ответ, мне пришлось долго ждать. Я написал повторное заявление начальнику СИЗО, потом обратился с жалобой в Генеральную прокуратуру, и только после реакции Генеральной прокуратуры, которая сказала, чтобы вот мы вам направляем эту жалобу для того, чтобы вы дали полный и обширный ответ заявителю, то есть мне. И только тогда мне пришло, значит, письмо из ГКМБ о том, что был проведен медицинский осмотр, где врачом-терапевтом. Но у Адака Кимсанбаевича уже на протяжении 2 лет в груди шит кардиостимулятор. Это для того, чтобы сердце, раз он гипертоническая болезнь, но заболевание сердца имеется, чтобы сердце нормально работало, и поэтому был установлен этот кардиостимулятор. Значит, несмотря на это, кардиолог на то время не был предоставлен. И, значит, опять-таки мы заявляли ходатайство о назначении судебной экспертизы к следователю. Следователь, как всегда, абсолютно проигнорировал. Никакого ни ответа, ни привета, просто он дал, как вот показали, вот, коротко дает информацию, что в связи с грифом секретность, несет то же самое, пишет то же самое. Значит, после нам стало известно, что проводилось после медицинского свидетельствования у Мадумарова было назначено проведение суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру. Оно проводилось, это такой степ, его вешают и наблюдают картину в течение суток, как работает сердце, состояние здоровья. Да? С 25 по 26 сентября это суточный мониторинг был. И по результатам мониторинга было выявлено, что в ночь с 25 на 26 число, примерный период времени с 4 до 6 часов, у него происходила неоднократная остановка сердца. То есть 4 раза сердце останавливалось. Вот, значит, это говорит о чем? Если бы у него не было кардиостимулятора, то, возможно, мы бы сейчас уже наблюдали печальную картину, и кто бы ответственность понес? В первую очередь, эта ответственность лежит на начальнике СИЗО, который в соответствии с правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов органов национальной безопасности обязан реагировать на такие заявления. Тем более, когда врач-кардиолог осмотрела, имеется письменное заключение, нам его не выдают, но нам из ее уст известно, что ему рекомендовали немедленную госпитализацию в Национальный центр кардиологии и терапии имени академика Мирахимова для проведения операции стентирования сосудов, то есть установка стента, которая в СИЗО, естественно, таких условий нету, таких препаратов нету, и чтобы стенд эту операцию проводить, тоже в условиях изолятора у врачей такого нет, поэтому она может быть оказана только там. К сожалению, я обратно-таки обратился к начальнику СИЗО, чтобы все-таки вывезли его немедленно на оперирование, раз уже имеются такие
рекомендации врача-кардиолога, но до сих пор никакого ответа нету. У меня все. Вот. По этой части то, что абсолютно по состоянию здоровья никакой реакции тоже не происходит. Вы можете на государственном языке озвучить? Каскача. Да. Каскача на крымском языке или к сожалению. Хорошо, ладно. Так, пожалуйста, вопросы, уважаемые журналисты. Журналисты, уважаемые, вопросы. Можно вот, пан Швайки, можно повторить, пожалуйста, вот в ночь с 25 по 26 у него было зафиксировано 4 остановки сердца. 4 раза в период времени с 4 Да, вы по этому поводу стимулирования, да? Да, врач-кардиолог сказал, что обязательно надо сделать операцию. Это СИЗО? И она, нет, это врач-кардиолог из поликлиники ГКБ, которая устанавливала этот суточный монитор. Она в истории болезни в СИЗО написала, что необходима немедленная операция по установке 3 стендов. Вот сюда бы я хотела бы добавить, что в ГКМБ, в СИЗО, нет вообще в медицинской части элементарно даже медсестры. Не говоря уже о врачах, о лекарствах, еще что-то. Элементарно нет медсестры, которая, например, не дай бог, в какой-то критический момент может оказать какую-то маломальскую медицинскую помощь. Есть какой-то фельдшер, ну кто такой фельдшер и насколько у него это медицинское образование, насколько он вообще разбирается в лекарствах, в медикаментах, тоже неизвестно. И сколько бы мы ни заявляли ходатайств именно о вывозе Мадумарова на лечение, о производстве судмедэкспертизы, чтобы дал консилиум именно заключение, что все его эти болезни препятствуют содержанию под стражей, ничего, одна тишина. Мы вообще как адвокаты расцениваем это как моральное давление. Это моральное давление, чтобы сломить человека, чтобы в дальнейшем какие поставленные перед кем-то цели были достигнуты. Мы только так это расцениваем. Какое вам было самочувствие на сегодняшний день? Идеально сможете озвучить, наверное? Как мы уже сказали, раз у него неоднократно происходила остановка сердца при стентировании, то стоит полагать, но еще раз я отмечу, что сам это Хаким Сабраевич не жалуется. И ни у кого не просит ни милости, ни пощады, либо кланяться перед тем, кто не собирается, жаловаться тоже не собирается. Ну, это мы замечаем, адвокаты, это мы замечаем. Когда во время беседы, сейчас, во время беседы с ним я узнал, что это стентирование, еще 3 года назад ему рекомендовали, но тогда состояние здоровья было 50 на 50, и после установки кардиостимулятора он решил, что стент устанавливать не будет. Но, как вы понимаете, нахождение в следственном изоляторе это не одно из самых лучших мест. Тем более врачами рекомендованы постоянные прогулки на свежем воздухе, диета, применение медицинских препаратов, которые, к сожалению, в условиях изоляции и нахождения в СИЗО своевременно принимать те же медикаменты, допустим, не получается. И, соответственно, состояние здоровья тоже здесь уже стоит полагать, что ухудшается. Мы это замечаем. Как из дослова девчонка российского паспорта? Вот по поводу стентирования, да, простите, пожалуйста, несколько раз обращались, да? Нет, ранее мы обращались по полученным, значит, из спецполиклиники медицинским документам. Ранее мы обращались о том, чтобы произвели вывоз на медицинское обследование. Но когда стало известно, что после суточного мониторинга и установки вот этого ЭКГ аппарата, что останавливалось 4 раза сердце, то я обратился с заявлением к начальнику СИЗО ГКМБ для того, чтобы они его вывезли на операцию. Но, к сожалению, как я повторюсь, до сих пор никакой реакции, как и раньше. Раньше, если не только после реакции Генеральной прокуратуры мне пришел ответ, что он был просто осмотрен врачами там же в СИЗО. А сейчас, ну, опять-таки, наверное, надо сначала в прокуратуру пожаловаться, чтобы начальник СИЗО каким-то образом ответил на мое заявление. Но на такие заявления, согласно правилам внутреннего распорядка следственных изоляторов органов национальной безопасности, они должны отвечать немедленно. Я вопрос, сколько раз вы виделись
господина Мадумарова и как бы такое внешнее физическое состояние. Ну, Не на пятницу, да? последний раз, да, в пятницу мы заходили. А есть ли доступ ну, как бы, с контакта с родственниками, там, близкими, родными? Ну, с родственниками общаемся, да. Нет, с 7 класса, Но следователь, да, периодически разрешает, дает разрешение сыну, чтобы он мог прийти на свидание, ну, с отцом. Давайте здесь подчеркнем, у Мадумарова, ввиду его заболевания, они у него многолетние, у него особая диета. То есть он питается исключительно по режиму и по этой особой диете. Так обычно передачи в СИЗО делаются один раз в неделю в субботу, но так как у него диета, его родственникам разрешили делать передачи каждый день. К сожалению, передачи передаются не своевременно, то есть утром приносят горячее, свежеготовое, к вечеру передают. А Мадумаров еще такой человек, он не в состоянии кушать все один, он делится. То есть сейчас по соседству от него сидит та судья, которая в горсуде подтвердила ему меру пресечения, а он с ней, вот, допустим, постоянно делится едой. Потому что у нее посещение раз в неделю. Вот, и за счет именно его вот этих особенностей питания и заболеваний его сыну разрешили 2 или 3 раза за это время навестить отца. Адахан Мадумаровтың 50 мың доллар ақш долларының бұл алдамшылық фактісі бойынша партияның лидері қатары партияның атынан жооп бериши керек пе? Бұл иш бойынша жаңағы коллегалар айтып кетишти. Бұл иш қозғалып жатқанда, мысалы, мені ештеңе айтылған емес. Мен шақырған емеспін. Екінші иш бойынша айтып жатпайсыз ба? 50 мың доллар бойынша алдыңғы ештеңе bilmiyorum. Жаңағы расмий тегіндер мен коллегалардан айтып беришти. Адахан Мадумаров эмне үчүн жана Баткен районундагы биздин 275 метр жер тилкебизди тажик тарапка 49 жылга ижарага берген. Ал негизи биздин элге деле пайдасы жок го. Ал жөнүндө мен сизге эчтеке айтып бере албайт экенмин. Анда башка суракка жооп бере аласыздарбы? Мадумаровду азыркы учурда күнөөсү жок деп эсептей аласыздарбы? Эми албетте биз анын кызыкчылыктарын коргоп аткандан кийин анын күнөөсү жок деп эсептейбиз. Дагы бир суроо да. Мадумаровдун Кыргыз Республикасынын президенттик шайлоодогу өкүлчүлөрүнө Раим Атраимовдун демөөрчүлүк кылган фактысын тастактай аласызбы? Жана бул маалыматтар аныкталып коомчулукка жарыялана турган болсо кандай аракетте болосуздар? Ал жөнүндө эчтеке айтып бере албайм. Комментарий жоқ, да? Так, ну что, так, вопросы, наверное, больше... Сиз адвокат катары ушул протоколго кол коюу боюнча Мадумаровго кандай баа берет элеңиз? Протокол бул ниет. Бул документ эмес да, ошол жер өтүп кетсин деген нерсе. Бул ниет, протокол. Эл аралык кишилер жолугуп атканда албетте протокол жүргүзүлөт. Ал протокол бул деген кайра эле кайталап кеткен, расмий тилде айтып кеткен коллегам, юридикалык күчү жок. Анын ошондо жоопкерчилигин кимге коебуз? Мен аны айтып бере албайм. А сиздер ошондо жөн эле ден соолугу тууралуу айтып келейин дедиңиздер беле? Вы же разговаривали сейчас про протокол, что он не имеет никакой юридической силы. Дело в том, что депутаты, когда проводят... То есть вы же, наверное, все в курсе, что Генеральная прокуратура дважды обращалась в Жогорку-Кенеш с просьбой о привлечении Мадумарова к уголовной ответственности. Первый раз они обратились в 2022 году именно по статье «Государственная измена». На тот момент депутатская комиссия провела расследование и отказала в возможности привлечения по данной статье.
Они тогда сделали запрос в Министерство юстиции относительно того, зарегистрирован ли данный протокол как нормативно-правовой акт. И получили официальный письменный ответ, из которого усматривается, что данный протокол в Министерстве юстиции не зарегистрирован. То есть этот документ никакой юридической силы не имел в принципе. И в дальнейшем, когда в 2011 году, наверное, вы слышали, да, начали отменять все договора с Таджикистаном, потому что пошли определенные трения. Вот этот протокол не был упомянут в числе документов, которые подлежат отмене, потому что его де-юре не существует. Ваши дальнейшие действия как адвокатов Мадумарова, вы говорите, что следствие не допускает вас к материалам дела, самому Мадумарову не вручено вот это вот обвинительный акт, да, и вы говорите, что моральное какое-то давление на Мадумарова идет. Ваши дальнейшие действия? Сейчас дело будет в суде, как мы вот коллеги сказали, в суде больше соблюдают законность, чем на следствии. Следствие изначально было беззаконным, потому что ГСУ МВД не вправе было расследовать уголовное дело по государственной измене. Это не их подведомственность и подсудность. Они взяли это дело, следователь у нас самовольно не вышел за пределы разрешения депутатской комиссии и самовольно предъявил Мадумарову обвинение по статье «Государственная измена». Как только он это сделал, он должен был передать это дело в прокуратуру для передачи в ГКНБ. Но он, как вы знаете, продолжил. То есть и массовые системные нарушения в ходе следствия нами зафиксированы. Мы не хотели бы сейчас все эти нарушения озвучивать, потому что у нас, адвокатов, возникает наша работа. Да? Мы не можем открывать полностью всю нашу стратегию. Но мы планируем теперь, когда дело поступило в суд, начать уже более жесткую защиту. Сейчас мы обсуждали вопрос подачи ходатайства о проведении предварительного слушания для изменения меры пресечения. Она подается в течение 3 дней после поступления дела в суд. Да, дело поступило вчера, то есть нам надо сегодня, завтра сдать это ходатайство. И дальше уже будем изучать и работать. Вы вначале говорили, что ВСУ МВД не имела никакого права возбуждать уголовное дело. Можете чуть-чуть повторить? Скажи, что это разрешение. Смотрите, в 2022 году Генеральная прокуратура, которая возбудила это дело в 2019 году, вот в 2022 году они ходатайствовали перед Жигур Кукинешем о даче разрешения о привлечении Мадумарова к уголовной ответственности по статье «Государственная измена». И в 2022 году, в июне месяце, если память не изменяет, Жигур Кукинеш отказал, потому что не усмотрел состава преступления. Поэтому в июле 23 года Генпрокуратура ходатайствовала Жигур Кукинеш с просьбой о привлечении Мадумарова к уголовной ответственности за злоупотребление служебным положением. И в июле 23 года депутатская комиссия дала такое разрешение, но при этом сами депутаты, когда давали интервью по ходу расследования, сказали, что по этой статье сроки давности, то есть срок давности для привлечения лица к уголовной ответственности по данной статье составляет 7 лет с момента события. В данной ситуации прошло более 14 лет. То есть уголовное дело не подлежит возбуждению, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по сроку давности. Несмотря на это, в конце августа 2023 года Генпрокуратура передает дело по злоупотреблению в ГСУ МВД, а ГСУ МВД самовольно предъявляет Мадумарову обвинение по государственной измене, по которой было отказано в привлечении его к уголовной ответственности. Все, большое спасибо. Преступление завершено.